Итак, привет всем! Сегодня мы начинаем 13-й по счету выпуск новостей. Сегодня я также решил для пробы провести выпуск без Дискорда, поскольку так это помогает сосредоточиться больше на новостях и то есть исключает такой вот элемент хаоса. То есть все четко, новость за новостью, без излишних пауз, остановок там и так далее. То есть, пока так удобней. Если вам кажется, что старый формат с обсуждением в Дискорде лучше, то напишите в комментариях об этом, безусловно. И тогда в следующий раз я обязательно вернусь на наш прежний формат. А сейчас перейдем непосредственно к новостям. Никаких объявлений в начале пока не будет. Сразу перейдем к новостям. Как сообщает сайт независимого профсоюза РЭП, Praca.by.info, в базу тунеядцев внесли около 500 тысяч человек. То есть эта тема не новая. На прошлой неделе мы ее уже затронули. Но сейчас у нас выясняется все больше и больше новых интересных подробностей. В частности, вот. В базу тунеядцев внесли около 500 тысяч человек. Около 500 тысяч человек включены в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом заявила в программе «Главный эфир» на Беларусь-1 министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Я думаю, это отлично. Такое видео нам пригодится для трибунала, так сказать, когда потом будет люстрация и вот таких вот товарищей и гражданок общество будет анализировать, так сказать, их вклад в кавычках в белорусскую экономику и там социальную сферу и так далее. Значит, она сообщила, что информация в базе данных на первом этапе будет обновляться ежеквартально, потом планируется перейти на ежемесячный режим, а цель это онлайн обновление. Но это зависит от того, как будет работать информационный ресурс. Тут и упоминание о том, что с 1 декабря у нас, значит, работает тунеядская вот эта база, так называемая. То есть приходи, бери какой-то логин там с паролем, и типа тебе откроется возможность доступа к этому порталу. Я смотрел, как корреспондент Белсата, кажется, да, Белсата, приходил и попытался этим воспользоваться. Ни один из браузеров почему-то нормально, кроме Internet Explorer, не отображал этот вот государственный портал, в который были вбиты огромные суммы. Просто неслыханное, там миллионы долларов, по-моему, на создание вот этой говнобазы. И в итоге все работает криво, косо, непонятно как. И сводится к тому, что ты должен сам прийти, что-то посмотреть. Но знаете что, я думаю, это, возможно, один из способов, собственно, для того, чтобы людей выявлять, вот таких тунеядцев. Поэтому я бы не советовал брать какие-то логины и смотреть, есть в базе или нет. Если что, потом придет бумага. И все сообщат в феврале. Следующая новость. Также от профсоюза РЭП. Власть хочет потратить 500 миллионов рублей на поддержку, не трудоспособных людей, а госпредприятий, конечно же. Люди пусть умирают. Пути повышения эффективности работы госпредприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций обсуждаются 3 декабря на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета министров, сообщает пресс-служба главы государства. В марте на отчете правительства я отмечал, что самая важная задача – обеспечить согласованность и последовательность действий, прежде всего внутри правительства. Если на словах ратовать за создание комфортной бизнес-среды и декларировать повышение инвестиций в человеческий капитал, но намеренно прощать миллиарды рублей безхозяйственности, то цель в этой пятилетке мы, наверное, не добьемся. Деньги нужно считать, заявил глава государства. А для этого в первую очередь надо забыть о всяких пятилетках, о каких-то там непонятных предприятиях убыточных, которые наше государство снабжает. То есть кто в этом виноват? Сам президент виноват. То есть он по сути сам себя публично выпорол. Зачем ты инвестируешь деньги в госпредприятие? Зачем ты списываешь долги? Ух, какой, уволить надо. Что тут сказать? Так, дальше. Это тоже интересная новость. Вслед за Павлом Северинцем свою программу предвыборно опубликовал и Николай Статкевич. Вот. Наша Нива сообщает на эту тему, вот есть статья.
какую Беларусь хочет построить Николай Статкевич. То есть белорусская социалистическая, как она там, демократическая вот эта громада, народная громада. То есть, ну, во-первых, название поменялось. Раньше партия называлась Белорусская социал-демократическая громада, теперь просто до народной громады сократилось название, и опубликован проект программы «Беларусь, которую мы строим». То есть там основные идут тезисы. Начинается программа с 20 тезисов белорусской социал-демократии. То есть, ну, это уже гораздо лучше, чем то, что было до этого. То есть, если раньше мы слышали в прошлом году на тунеядских маршах, Статкевич заявлял о том, что надо там, чтобы Лукашенко продал свои резиденции, самолеты и так далее, и типа вот это и есть то, что обеспечит там рост белорусской экономики, чуть ли не главное. Ну, то есть такие чисто популистские какие-то уличные лозунги. То теперь мы видим уже настоящую полноценную программу. К ней можно относиться по-разному. Хорошо, плохо, средне, там, судить о ней как угодно. Факт, что она есть. И чем больше будет такого, тем лучше. То есть должно общество вовлекаться в политику. Сами политики должны выпускать программы. Потому что одна из главных причин, почему народ не доверяет нашим оппозиционерам, потому что ни у кого из них не было до этого практически, ну, может, кроме там Романчука, четкого видения какого-то будущего, каких-то четких политических программ, вот таких вот тезисов, которые бы расписывали, как вообще они видят Беларусь без Лукашенко, что дальше по пунктам должно быть, как быть с экономикой, там, как быть с социальной сферой, куда, сколько, как инвестировать, какие реформы. Все говорят реформы, реформы, реформы. А какие реформы? Конкретно по пунктам, что реформировать, как реформировать, кого сколько нанять, сколько сократить. Этого же нет. И вот это всегда оппозиции вменяют в вину. И вот теперь идет как раз устранение вот этого большого недочета. И какие же тезисы предложил Статкевич? Значит, если их охарактеризовать кратко, вот они вынесены. Сокращение госаппарата, оборот документов перейдет в интернет, то есть в электронную форму, ограничение полномочий президента, мораторий на смертную казнь, досрочное голосование будет отменено, поскольку оно является одной из, так сказать, подоплек для фальсификаций. Они и так происходят, но досрочное голосование очень-очень сильно этому способствует. Так, прямые выборы мэров, изменение административного деления, частная собственность на землю, переход от бюджетного финансирования медицины к системе, сочетающей бюджетное финансирование и индивидуальное страхование. Государственные СМИ станут общественными, военные объекты России в Беларуси по истечении срока действия договора аренды должны быть закрыты, реальное равенство в правах русского и белорусского языка, сокращение числа сотрудников правоохранительных органов на 50%, и действительная военная служба. То есть это кратко. Есть материалы, где расписано конкретно, что толком по этим пунктам хочет Статкевич. То есть вы можете почитать эти его пункты, проект. Там все расписано подробно. На сайте вот Народной громады. Все эти тезисы. Введение, преамбула. То есть это я так просто зачитал кратко, чтобы не терять время. При желании вы можете ознакомиться с этой программой, и я сейчас закину ссылку в чат. Переходите по ссылке, если вам интересна программа, и можете ее детально изучить, потому что она, как сами вы понимаете, довольно длинная. Я не могу ее прочитать всю в прямом эфире. Следующая новость. Не только Статкевич готовится к выборам, но и Лукашенко зачищает политическое поле. Вот. Чате-то. Так, Гатис Круза. Здорово, соседи белорусы. Когда будет уже между вами и ЕС без виз? Вы там шуршите по этим вопросам. Хочется уже ездить к вам, как у себя. Привет. Вам тоже большой привет. Ну, знаете, тут зависит многое не от простых же белорусов, а от нашей власти. То есть власть авторитарная, и без виз мог бы быть вот так вот, по щелчку пальцев. Это же власть тормозит. Уже, да, вот как пишет Кибер, все правильно, уже идет процесс по улучшению, 35 евро скоро будет. То есть Лукашенко, насколько я знаю, для государств, многих для соседей, ввел же там 30-дневный, по-моему, безвизовый въезд в Беларусь. Так что, не знаю, касается это Литвы или Латвии, или откуда вы пишете. Но, то есть, все упрощается в этом плане. Просто все тормозит его авторитарность. Было бы еще лучше. Так вот. Перейдем теперь к новости.
готовит Лукашенко зачистку политического поля перед выборами. Как он сказал, альтернативы быть не должно. И он уже это делает. Вот смотрите. Евгений Афнагель вышел на свободу. А перед этим сообщалось, что он был задержан. То есть ему вменяли обвинение в том, что якобы он занимался скупкой краденого. То есть, ну, вот так вот на ровном месте активиста этой европейской Беларуси задерживают. И это, кстати, только один случай. Дальше в новостях я еще упомяну. Это не единичный случай. То есть вы думаете, ну, блин, там Афнагеля кого-то посадили. Ну, мало ли, а вдруг он действительно чем-то занимался. Нет, это не единичный случай. Вы помните в прошлый раз, что было с Филипповичем? Сейчас мы видим про Афнагеля. Дальше я еще там кое-что зачитаю. Смотрите. Значит, что пишет Афнагель по поводу своего задержания? Жену посадили в отдельный автомобиль, меня во второй. Я успел коротко написать о задержании, меня сразу предупредили, что меня обвинят в краже, это грозит уголовным наказанием. Сказали, что жену я не скоро увижу. Меня доставили в Боровлянский отдел милиции вместе с заведующим складом, где я покупал стройматериалы. Пока мы ехали, ему прямым текстом говорили, что ты должен написать заявление о краже, иначе проблемы будут у тебя. Я не знаю, написал ли он заявление, но в Боровлянском отделе милиции у меня сразу забрали телефон, составили протокол по административному делу, где у меня взяли объяснение. Позже участковый, который составлял протокол, заявил, что статус Афнагеля изменен на статус свидетеля по этому делу. Сейчас он находится на свободе. Ну, на том хоть спасибо, как говорится. Ладно. И тут же. То есть вы думаете, ну это случайность там, да, с Афнагелем? А нифига. Смотрите, гомельскую активистку принудительно доставили в суд и признали виновной в краже сыра из Евроопта. Вот помните, там был случай с активисткой, да, которая типа в магазине что-то там положила. Так вот, это показали по госканалам на всю страну, на всю страну. Теперь ее доставили в суд за то, что она типа сыр какой-то украла в Евроопте, да. Ну круто, да? Офигеть. И вы хотите сказать мне, что это случайность, у нас политических никаких преследований нету, да? Это только один из случаев, еще один. А выборы-то еще не скоро, только в 2020 году президентские. Так что все интересно еще впереди, ребят, вы подождите. Так вот, значит, что произошло? Это просто смешно. Активистку из Гомеля заподозрили в краже из Евроопта. Утром 7 декабря к Елене Луцкевич явились правоохранители и доставили ее в суд. Причем, утверждает Луцкевич, в суд оперативно прибыли государственные СМИ, журналисты БТ, газеты «Гомельская правда». Да-да, той самой газеты. Судили Луцкевич за мелкую кражу по административной статье. Максимальное наказание – арест или штраф в 30 базовых. Напомню, что на видео, которое ранее опубликовала милиция, Луцкевич что-то берет из корзины и перекладывает в сумку. Но что именно она перекладывает, на записи видно не было. Сама активистка сказала, что не помнит, кошелек это был или телефон. Вот, я как раз об этом говорил. Я смотрел это видео, и там четко видно, что походу она просто телефон достала и посмотрела там и положила себе. Но наверняка знает, что ничего не крала. А в суде все свидетели рассмотрели на видео кусок сыра, рассказала Елена Луцкевич. Сама женщина попросила, чтобы видео оценили эксперты, но суд ей отказал. Ну, так естественно. Елену Луцкевич признали виновной и оштрафовали на 7 базовых, то есть 171 рубль с половиной. В суде также прозвучало, что Луцкевич уже была оштрафована в сентябре за кражу. Сама она пожимает плечами, мол, не знает, что это было, говорит, да, получала извещение, а штраф не платила, потому что ничего не крала. То есть странные такие вещи у нас в стране происходят, как бы, да. Сезон выборов наступает, и наступает обострение такое у власти. Ну, не все так плохо. Вот адвокат тунеядцев, например, Леонид Судаленко, стал лауреатом французской премии за вклад в защиту прав человека. То есть это вот тем нашим ватникам, типа Бендеров там всяких, которые говорят, или кто там, ДТВ говорил, а кого там они защищают, эти правозащитники, да их никто не знает, да они ничего не делают. Ну вот, пожалуйста. А если ты не знаешь, это не значит, что они ничего не делают. Мировое сообщество оценило вклад наших адвокатов, правозащитников в том, что они делают для защиты людей, в том числе вот безработных, да, от произвола власти. Премия Французской Республики «Свобода, равенство, братство» за 2018 год присуждена белорусскому правозащитнику Леониду Судаленко. Пишет Spring96.org, ну то есть правозащитный центр «Весна».
Национальная консультативная комиссия по правам человека Франции уже поздравила лауреата с премией и пригласила на церемонию награждения, которая состоится в понедельник, 10 декабря, в Министерстве юстиции в Париже. Премия будет вручаться министром юстиции Николь Беллабе и президентом неправительственной организации CNCDH Кристиной Лазергес в ознаменование 70-й годовщины Всеобщей декларации прав человека и 20-летия Декларации о правозащитниках запланирована также встреча в Министерстве иностранных дел Франции. Посольство Франции в Беларуси также присоединилось к поздравлениям лауреата. Посол Дидье Канес лично пригласил его обменяться мнениями во время совместного ужина. Лауреат пока что от комментариев воздержался, лишь подчеркнул, что премию посвящает своему учителю Борису Звозскому, имя которого носит Белорусский дом прав человека в Литве, Вильнюс. Леонид Судоленко приобрел известность, поддерживая в суде первого белоруса, который обжаловал свое тунеядство и выиграл, насколько я помню. Судоленко оказывал бесплатную юридическую помощь людям со всех концов Беларуси, помогая тем, кто получал письма счастья. Это вот 16-17 год тогда был. Юрист написал около 200 жалоб в налоговой инспекции. В своем фейсбуке я публиковал тематические материалы. Меня начали находить люди, обращаться из областных и районных центров, просили о помощи. Премия равенства, это вот о премии. Премия «Свобода, равенство, братство» ежегодно присуждается Французской Республикой за вклад в защиту прав человека. Премия учреждена в 1988 году и присуждается отдельным лицам или организациям, вне зависимости от их национальной принадлежности или государственных границ, за конкретный вклад в защиту прав человека во Франции и за рубежом. Ну, у нас есть широкое поле для защиты прав человека в Беларуси. Далее. Интересная новость. Сообщает The Village Беларусь. Чтобы поднять продажи государственной газеты «Белсоюз-Печать», делает скидку на кофе. То есть вот эти вот наши, так сказать, печатные издания, которые уже остались даже не в прошлом, наверное, в позапрошлом веке, они до сих пор еще финансируются из бюджета массово. На них принуждают подписываться государственных служащих, чиновников, учителей, там много кого. Но все равно это не помогает. И даже вот дошли до того, что скидки на кофе предлагают за покупку вот этих газет в Белсоюз-Печать. То есть насколько все плохо. Нет, чтобы просто отменить и эти деньги пустить на что-то более полезное. Там, на защиту малоимущих, не знаю, или даже на ту же милицию. То есть, чем занимать какие-то кредиты, просто перераспределите, если вам так нравится вот эта вот вся садомазохистская, диктаторская херня, ну просто возьмите там, закройте парочку этих каналов Беларусь-1, Беларусь-2, там Беларусь-24, 34 и 157. И эти деньги киньте, но если вы не хотите малоимущим помочь, не хотите добавить зарплату учителям, врачам, ну хотя бы ментам, блин. Нет, так нельзя, надо обязательно вот это говно делать, всем впаривать в каждую жопу, эту газету сувать, а потом еще занимать деньги. Нормально, да? Это Беларусь, что вы хотите. Дальше. Тоже очень неоднозначная новость на неделе прошла. О том, что новый регламент технически утвержден Евразийским экономическим союзом, связанный с содержанием солода и вообще с качеством пива. То есть вот всем любителям пива эта новость будет довольно интересна. То есть она не стопроцентно отрицательная, но довольно интересная. Смотрите. Меньше солода, больше сахара. В Беларуси качество и вкус пива могут измениться. То есть это касается не только Беларуси, но и России, Армении, Казахстана, то есть всех членов вот этого Евразийского экономического союза. То есть о чем пишут, что по данным издания проект регламента уже одобрен коллегией Евразийского экономического союза, но комиссии этой. В среду, 5 декабря, документ будет рассмотрен советом, ну то есть уже был рассмотрен. В беседе так с изданием представил представитель комиссии. Вот два собеседника газеты, знакомые с обсуждением документа, с высокой долей вероятности допускают, что в таком виде регламент и будет принят. Суть какая? Нынче разрешается заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода.
по новому техрегламенту 50. То есть сейчас как минимум в пиво должно быть 80% солода, а 20% может быть всего остального. А сейчас у нас, но по новому регламенту, может быть только 50% солода. В чем суть этого? Вот. Допустима масса сахаросодержащих продуктов согласно документу увеличивается с 2 до 5%. Минфин РФ, ведомство, отвечает за разработку нового регламента со стороны России, понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это, объясняет человек, знакомый с позиции ведомства. Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям. Они могут добиваться существенной экономии на производстве, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения нового регламента. Транснациональные компании участвовали в обсуждении, каково должно быть содержание солода в пиве, и поддержали предложение уменьшить норму, сообщают представители Балтики, входит в Carlsberg Group, Heineken, AB InBev, Efes. Их общая доля на российском рынке около 70%. Основные заменители ячменного солода это рис и кукуруза. Часто дешевле его, это вот знает директор Совекона Андрей Сизов. Крупные пивовары не связывают новый технический регламент с экономией на производстве или снижением качества пива. Некоторые из несложенных материалов, экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна дороже солода, уверяет представитель Балтики Алексей Кедрин. Ну, насколько можно верить им, я не знаю, но суть такая, что, значит, некоторые представители заявляют, что это приведет к снижению качества пива. То есть солод будет заменять какой-то дешевой херней, там, рисом, кукурузой, генно-модифицированный, возможно. То есть, ну, более дешевый, там, откуда-то там, из каких-то непонятных источников, какими-то там сахарами. Это может привести к падению качества. Но не все так однозначно. То есть, другие пивовары заявляют, что это может быть не обязательно дешевые заменители, это может быть просто добавление таких более разнообразных компонентов, то есть чтобы вкус пива был более разнообразный, расширить, так сказать, ряд сортов, и это может быть даже в некотором случае полезно. То есть пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов в виде пива. Радуется за потребителей представитель AB InBev Efes Орес Дурдеев. Его поддерживает представитель Heineken Кирилл Балматов. Но тут странно то, что поддерживают конкретно представители вот этих крупных транснациональных пивоваренных компаний. Не мелкие пивовары, не производители крафтового пива, а именно вот крупные эти. То есть это возможно просто лоббирование там. Кто его знает. Честно говоря, меня как-то не внушает особо большого доверия вот эти новые изменения. Вряд ли это к лучшему, я думаю. Но однозначно негативно я бы не стал сейчас это характеризовать. И, значит, что они говорят? Что большее содержание риса позволит создать пиво, близкое к азиатским сортам, а кукурузы к американским. Ну, хз, может быть. Но мне что-то кажется другое. Содержание не менее 80% соложенного материала в пиве – избыточное ограничение. Ни в одной европейской стране с развитой пивной культурой нет таких ограничений, подчеркивает Кедрин. В случае, если документ будет одобрен, новые требования станут обязательными для всех стран-членов ЕАЭС. Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Армения и Россия. То есть это не только у нас. Принятие нового техрегламента о безопасности алкогольной продукции Евразийского экономического союза никак не повлияет на качество пива Аливария, прокомментировал Тутбай главный пивовар Минского пивзавода Наталья Орлова. То есть что это значит? Новый регламент принимают, но он не обязывает класть солода меньше. То есть он позволяет пивоварам брать 50% солода, но не меньше. То есть с 80 до 50 снижается. Но это не значит, что пивовары обязательно должны брать только 50% солода. То есть они могут, как и раньше, использовать и 80, там, и сколько угодно. Не меньше 50 только. Поэтому тут регламент этот, он неоднозначен. Также вот заявил и представитель Лидского пива, что они еще пока не будут следовать вот этому регламенту в том плане, что ну занижать количество солода. Но потенциально теперь это возможно. Следующая новость.
Лукашенко назвал 2 галоўныя драйверы беларускай экономики. Блин, мне кажется, что это ему пора драйверы давно обновить, а то они еще с советских времен у него в башке как совковые засели, так вот до сих пор и есть. Устарели уже маленько. Так вот, о чем пишет вот наша Нива. Развіццё IT-технологий, а таксама модернизация буйных прадпрыемстваў з'яўляецца драйверами беларускай экономики. Про гэта Александр Лукашенко заявил у интервью телеканалу «Россия-24». Калі ўжо шчыра казаць, то гэта IT-сектор. Адзін з такіх модуляў, які сёлета прынясе нам толькі па экспорце каля $1,5 мільярда. Гэта прыстойная сума для нас, распавёў Александр Лукашенко. Але драйвер гэта адкрыўся не учора, калі модно стало казаць про личбовизацию. Ну, мы знаем, какая там у нас цифровая экономика. Вот только недавно разъяснения внесли по поводу этого декрета о цифровой экономике. Оказалось, что там не все так однозначно тоже. Целый год непонятно, как он вроде бы был принят, но он непонятно как не действовал, ничего не регламентировал. То есть, ну, жопа полная. Я же говорю, драйверы надо обновить самому Лукашенко у себя там в голове. И вот, значит, он рассказал по поводу того, что вот теперь яшчэ адным з найважнейшых напрамкаў для развіцця экономики кіраўнік дзяржавы назвал модернизацию прадпрыемстваў старой школы, у тым ліку таких як МАЗ, БелАЗ, МТЗ. Ну, по-моему, мы уже этим 30 лет занимаемся. Почти 30 лет. И как-то не очень. Ну, в общем, Лукашенко, он как всегда, такой Лукашенко. Следующая новость. По поводу Лукашенко. Также от The Village. Лукашенко вычеркнул Прибалтику из списка постсоветских стран. Александр Лукашенко неожиданно вычеркнул страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию из постсоветского пространства, передает Еврорадио. Произошло это 4 декабря в Минске во время встречи с послом Грузии в нашей стране Валерием Кварацхелией. Речь шла прежде всего об итогах президентских выборов в Грузии. Во втором туре победила 66-летняя Саломе Зарубишвили. Лукашенко признался, что внимательно следил за событиями в Грузии, после чего сказал следующее. Президентом впервые избрана женщина в Грузии. Да, на постсоветском пространстве. И это может быть хороший опыт. Посмотрим. И Беларусь, наше общество будет внимательно присматриваться к вашему опыту. То есть, как известно, к постсоветскому пространству относятся Литва, Латвия и Эстония также. И на соседней Литве с 2009 года президент Даля Грибаускайте. Ее переизбрали в 2014 году. В Эстонии с октября 2016 года президентом является Керсти Кальюленд. В Латвии с 1999 по 2007 президентом была Вайра Вики Фрейберга. То есть уже были женщины-президенты на постсоветском пространстве. Лукашенко либо этого не знал, хотя, ну как он может не знать, либо забыл, ну либо просто безграмотный. Непонятно, что он там ляпнул, как всегда. Но это неудивительно. То есть вот тут припоминают ему, что, например, в 2006 году на 3-м Всебелорусском народном собрании он сказал про Франциска Скорину. Чего мы стыдимся? Скорина был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Россияне с гордостью о нем говорят. Франциск Скорина жил в 1490-1541 годах, а город Петербург был основан только в 1703 году Петром I. Но это так для справки, если кто не понял юмора. То есть Лукашенко что говорит, он сам не знает, что он вообще говорит. Такому человеку не президентом нужно быть, а Наполеоном, так сказать, в определенных местах. Но не только он один говорит странные вещи. Вот, к примеру, и руководитель российского пропагандистского агентства Russia Today Маргарита Симонян сказала следующее. Радио Свобода поведомляе. Кіраўніца расійскіх агентстваў у Беларусі хутка будзе пункт напружання. То бок вось галоўная рэдактарка расійскага дзяржаўнага тэлеканала RT і агентства «Россия сегодня» ды спутнік Маргарита Симонян прапанавала спрасціць атрыманне грамадзянства России для беларусаў.
Что? У сваім канале у месенджера Telegram Сіманян пракаментавала заяву прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна, што ён будзе праводзіць лібералізацыю атрымання расійскага грамадзянства для грамадзян Украіны. Магчыма, папярэджваю падзеі, але і для грамадзян блізкіх нам па духу Беларусі можа варта неяк таксама спрасціць атрыманне грамадзянства Расійскай Федэрацыі. Усё ж прымаюць, што не сёлета, але вельмі хутка там будзе яшчэ адзін пункт напружання. Вось гэта што было такое? Это так? Ці гэта папярэджанне нам? Вот оригинал. Возможно, опережаю события, но и для граждан близкой нам по духу Белоруссии, да, не Белоруссии, а Белоруссии, конечно же, может стоить как-то тоже, может стоить, она так и написала, может стоить как-то тоже упростить, это главный редактор одного из крупнейших каналов, да, упростить получение гражданства Российской Федерации. Все же принимают, что не в этом году, но очень скоро там будет еще одна точка напряжения. Вам это ничего не напоминает? Там Южную Осетию, например, какую-нибудь, или что-нибудь там, ДНР. То есть она фактически намекнула на то, что нас может ожидать судьба какого-нибудь там ДНР или еще чего-то такого. То есть это по сути угроза. В нормальных странах за такое, в принципе, запрещают въезд и накладывают разные ограничения. Ну, у нас же дружественные отношения дружественных народов, так сказать. Кстати, вот еще тоже интересное исследование. В той же России прошло. Россияне назвали Беларусь самой успешной страной в СНГ. Внезапно, да, а вы не знали, да? Ну, теперь будете знать. Оказывается, мы самые успешные. Вот как. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, 68% россиян наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ назвали Беларусь. То есть королевская за стабильность у нас тут. Второе место занимает Казахстан, очень хорошее, успешное государство. Третье Азербайджан, 16%. Далее Армения, 14%, всего лишь почему-то. Грузия 12%, Узбекистан 10%, Туркменистан 8%, у Кыргызстана, Таджикистана по 5%, у Молдовы 4% даже, и Украина 2%. То есть понимаете, насколько пропаганда зомбирует россиян, они назвали Украину самой неуспешной, самой нестабильной страной СНГ. То есть Туркменистан какой-нибудь, в котором останавливают автобусы на ходу и пассажиров заставляют принудительно по 2 часа хлопок на поле собирать. Это вот успешная более-менее страна, 8% вот назвали. А Украину, которой, ну пусть реформы не прошли, да, еще там, а пускай какая-то нестабильность все идет, но только 2% назвали успешный, да. А Азербайджан, например, Армению, между которыми война в Карабахе, то есть в Армении тоже вроде революция прошла. Ну там, понятно, там все-таки перемены, но я думаю, что россияне дали 14% не из-за того, что Пашинян какие-то реальные там реформы пытается проводить, а все-таки, ну, из-за каких-то, может быть, старых там дружеских связей, типа, ну там, армяне наши братья и все такое. Но тем не менее, то есть это показатель, что Украину они в вопросах даже ниже Молдовы поставили. В рейтинге стран, которые стремятся развиваться с Россией, экономическое сотрудничество и поддерживают ее на международной арене, также лидирует Беларусь. 60% респондентов назвали в этой позиции нашу страну. На втором месте Казахстан, третье место Армения, далее Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан. И меньше всего стремится к сотрудничеству с Россией по данным опроса Молдова. Внезапно. А почему не Украина тогда? Туркменистан? А, да, Украина все равно 1%. Ну, ожидаемо как бы. Я бы не стал 100% верить этому ВЦИОМу, но тем не менее, такие вещи есть. А вот интересная информация здесь, кстати, была на эту тему. Другое исследование. То есть уже проведенное независимыми исследователями. Вот. Орієнтуються на Німеччину, упевненные у будучыні. Нечеканное доследование про белорусскую молодь, инфографика. То есть там было российское исследование ВЦИОМа, а здесь мы видим исследование, проведенное, сейчас почитаем кем. Аналитичным центром Юрия
Левады. Ну, этот Левада-центр. Сумесна. І падтрымкі міністэрства замежных спраў Нямецчыны фонд Немцова правёл рэдкае для Беларусі даследаванне. Ён запытваў, як маладыя жыхары буйных гарадоў Беларусі, Расіі і Украіны бачаць сваю будучыню. У апытанні бралі ўдзел па 1000 чалавек ад 18 до 35 гадоў з кожнай краіны. Так, вось. Свабода наведала прэзентацыю даследавання ў прэс-клубе і публікуе ягоныя вынікі. Вось. З якімі пачуццямі глядзяць у сваю будучыню? Моладзь. Беларусь, Расія, Украіна. З якімі пачуццямі глядзяць у будучыню краіны? Вось таксама, да. Ці патрэбны перамены ў краіне? І вось тут колеры. Што ёсць што? Патрэбны рашучыя паўнамаштабныя перамены. Гэта вось такі. Чырвоны. Патрэбны толькі нязначныя змены. Ніякіх зменаў не трэба, хай усё застаецца як ёсць, адмова ад адказа. Ну і вось тут мы бачым, што ідзе. Так. Пажаданыя кірункі зменаў. Ці былі за мяжой? Беларусь 22%, Украина 43%. То есть у нас в 2 раза меньше человек заявили, что они были за границей. Россия 37%, ну то есть Беларусь меньше всего. На якія краіны могла бы арыентавацца ваша краіна? Беларусь, Немеччина, Польша, США, Великая Британия, Россия только 22%. Ну, в России ответили тоже, что Германия на 1-м месте, на 2-м месте Китай в России, дальше Америка, Япония, Швеция и так далее. Так, а в Украине Германия больше всего. Дальше даже больше, чем у нас ориентируется. Потом Польша, США, Швейцария. Ну, у нас просто ваты очень много. Поэтому у нас на 2-м месте ориентация на Россию. То есть на что там ориентироваться? Там не на что ориентироваться вообще. Так. В общем, вы при желании можете ознакомиться со всеми этими материалами. Так, я сейчас скопирую ссылку на это и закину в чат. А мы перейдем к следующей новости, чтобы не затягивать все. Вот. Радио Свобода. Совет министров поднял цены на харчевание у садках и школах на 6-10%. Так. Что тут у нас сделали? Совет министров Беларуси изменил постановление, в котором нормируются вот эти цены самые в садах и в школах. То есть теперь питаться будет дороже. Дальше. В Минске запускают антипремию для чиновников. Выберут худшего. В телеграм-канале «Город для граждан» сообщили о запуске антипремии. Watch Dogs пометил, которую присудят худшим представителям городских властей. Общественная инициатива вместе с Watch Dogs Беларусь, международный фестиваль документального кино о правах человека, до 10 декабря собирает номинантов, которые расстроили белорусов в течение года. Их можно оставлять в анкете или писать на почту, вот сюда, на такую почту, с пометкой «Антипремия». Самые массовые вопиющие заявки будут отобраны командой Watch Dogs и «Город для граждан». Из номинантов будет сформирован список, за участников которого можно будет проголосовать во время показа фильмов. То есть такую вот даже антипремию придумали. Интересно. Дальше что? Зайдис. Опять Зайдис засветился. Зайдис подает в суд, так же вот как недавно сделал Израилевич. Наша Нива
сообщает. Значит, уласник поедем Зайдес подал на новый час такі ж самы позаў, як раней Ізраілевіч. Галоўная рэдактарка газеты «Новы час» Аксана Колб раніцай 5 снежня атрымала смс-ку з суда Савецкага раёна Мінска. Яе просяць з'явіцца 17 снежня на папярэдні разгляд пазыву Леаніда Зайдеса па абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі, спагнанні кампенсацыі маральнай шкоды. Ну, калі яму трэба кампенсаваць шкоду, дык не трэба хлусіць тады. Так, пакуль сам пазыў спадарыня Колб не бачыла, работнікі суда павінны прадставіць цягам 5 дзён. Таму не ведае, якія менавіта прэтэнзіі ў Зайдеса. Аднак сама фармулёўка гучыць таксама, як папярэдні пазыў яшчэ аднаго бізнесмена Аркадія Ізраілевіча. Той спадзяваўся спагнаць з новага часу 40 000 рублёў маральнай кампенсацыі. Тады суд стаў на абарону незалежнага выдання. Ці дадае аптымізму станоўчы досвед такіх справаў у судзе? Хутчэй не, бо ў нашай краіне можа быць усё, што згодна. Гэтыя людзі не могуць супакоіцца, што аднойчы мы іх перамаглі ўжо. Што ж, будзем далей змагацца, азначыла Аксана Колб. Новы час друкаваў серыю матэрыялаў журналіста Дзяніса Івашына аб тым, каму належыць рэстаран «Поедем у Курапатах». Сам Івашын СМС запрашэннем у суд пакуль не атрымліваў. Вось што цікава. Івашын пісаў, але не атрымліваў ніякіх там пазываў. І тут явно давление. Именно на редактора. То есть, понимаете, в чем дело? Именно на редактора. Чтобы не публиковали такие материалы. Кстати, тоже очень интересная вещь. Недавно Россия и пророссийские вот эти все издания, и не только они, то есть, ну просто, чтобы понятно было, откуда ветер дует, выдали такую новость. Значит, были выступления о том, что якобы вот уже восстание Калиновского прозвали польским восстанием. То есть это то, что Калиновский из Мазовии, да, что он по сути по национальности поляк, это еще не значит, что восстание польское. То есть он издавал газету на белорусской мове, насколько мы знаем, для крестьян, чтобы они понимали. Это не польское восстание, а белорусское, чисто белорусское как раз таки. Против царизма. Это даже в советские времена не отрицали. Даже в Совке, заскорузлом Совке. А теперь уже вот эта вся нечисть российская, которая залезла туда и свою пропаганду гнет, уже обнаглела в конец. То есть я сам слышал вот это вот выступление одного ватного профессора, который рассказывал там про то, что это якобы какое-то польское там восстание и все такое. Вот теперь говорят, что это уже в учебники включили. То есть, ну вы скажете, ну вот что ты там говоришь. То есть мы знаем, какой был пароль у повстанцев. Кого любишь? Люблю Беларусь. То есть вот, пожалуйста. Причем здесь какие-то Польша там. Вот. У падручніках расійскай літаратуры для 8 класы, па якіх вучацца дзеці ў беларускіх школах, паўстанне Кастуся Каліноўскага 1863-64 гадоў называецца польскім. Дапаможнік, выпушчаны навукова-метадычнай установай Нацыянальны інстытут адукацыі і дапушчаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. У анатацыі да раздзелу пра расійскую літаратуру другой паловы 19 стагоддзя гаворыцца: адмена прыгоннага права ў 1861 годзе выклікала новы выбух народных хваляванняў. Найбуйнейшы з іх польскае паўстанне ад кіраўніцтва пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага 63-64 годов. Вот это оригинал. Рэдактарка падручніка, дацэнт БДУ Святлана Захарова, супрацоўніца катедры педагогікі,
і праблему развіцця адукацыі БДУ. То есть, смотрите, кто занимается нашим образованием. Вот такие вот люди. То есть манкурты, которые зомбируют белорусов, и потом вы удивляетесь, а почему у нас такой народ, почему там никто ничего не знает, там ни истории, почему ваты столько? Ну так воспитывают. Ну ладно, пока немножко переключимся в сторону. Вот. По поводу скандала между Пашиняном и Лукашенко. Когда Лукашенко договаривался с представителем Азербайджана о поставках оружия, кажется. И Пашинян потом ему об этом напомнил. То есть Алиев, насколько мы знаем, да, и Азербайджан вообще, они не входят в ОДКБ. А Армения как раз таки входит. То есть получается Беларусь против своего союзника по УДКБ какие-то там заключает, значит, соглашения. И получается очень интересно. И теперь вот что у нас дальше тут происходит. Вот наш разговор меня удовлетворил, заявил, как пишет News AM в беседе с журналистами ИО главы правительства Армении Никол Пашинян. То есть до этого он тогда критиковал там Лукашенко, говорил, что вот так и так, мол, а Лукашенко потом отвечал, что значит нам не нужна уличная демократия или что-то такое. А теперь они вроде как там договорились между собой. И вот, ранее он потребовал у Александра Лукашенко объяснений на вопрос, что это было за содержание закрытого заседания. Вот, по поводу соглашения с Азербайджаном. А теперь напомню, что накануне Пашинян заявил о том, что в Санкт-Петербурге собирается потребовать от Лукашенко объяснения относительно обсуждения с послом Азербайджана, не имеющего членства в ОДКБ. И теперь он пишет, что удовлетворен всем. То есть они там договорились. Как говорится, ну и на том спасибо. Итак, командир российского СОБРа поблагодарил белорусский «Алмаз» за передачу полученного на Западе опыта. То есть командир российского СОБРа полковник Пытков в журнале «Спецназ» поблагодарил белорусский «Алмаз» за передачу полученного на Западе опыта. На это обратил внимание аналитик Егор Лебедок. В 6-м номере журнала «Спецназ» командир российского СОБРа пишет, что в России «Алмаз» хорошо известен, в том числе благодаря своим регулярным выступлениям на турнирах. Нам также интересен опыт, который алмазовцы перенимают у подразделений других стран, с которыми мы, к сожалению, не можем общаться. У «Алмаза» такая возможность есть, обмолвился российский полковник. Вот тут вырезка. Вот и думай, то ли наши целенаправленно сливают полученную на Западе информацию по подготовке, так как проводят разведку в интересах РФ, то ли просто по доброте душевной делятся. В любом случае, они способствуют снятию определенных ограничений на информацию для спецподразделений РФ со стороны иностранных государств, отмечает Егор Лебедок. Специальное подразделение по борьбе с терроризмом СПБТ «Алмаз», антитеррористическое спецподразделение МВД Беларуси. Аналогичные спецподразделения антитеррора имеются во многих других странах. То есть тут суть такая, что кто будет доверять такому государству, которое сливает вообще все секреты, нарушает всякие торговые соглашения. То есть буквально вот, казалось бы, да, состоят в одном союзе в ОДКБ с Арменией, тем не менее они договариваются там о поставках оружия с Азербайджаном, который против Армении и не состоит в ОДКБ. То есть вот кто будет с таким государством на полном серьезе вести какие-то отношения? С государством, которое отбирает собственность, вот как было с этим авиаремонтным заводом Аршанским, который отобрали у украинского бизнесмена, который его честно купил. У государства белорусского. Или, например, Коммунарка, опять буду напоминать об этом, Спартак. То есть, пожалуйста, иностранные инвесторы, приходите на наше поле чудес и закапывайте там свои деньги, если вам их не жалко. То есть вот, пожалуйста, еще один пример того, что пока эта власть здесь находится, ни о каком процветании Беларуси, ни о каком развитии и ни о каких вменяемых реформах речи быть не может. В то же время
Лукашенко извинился перед Путиным. То есть мы помним сначала, как он такой весь грозный, прямо на Путина там что-то начал гавкать, но потом, как говорится, он вспомнил и попросил прощения перед своим барином, как и положено. Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска. Ну да, не надо заговариваться, да. Конечно, для прессы можно там показать, что ты такой батька, сыграть свою излюбленную роль, но потом не забывай, как говорится, лизать сапог хозяину своему. Иначе новый кредит можно так не получить. Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого, признался Лукашенко. Да, конечно. Нам лучше послушать, как ПБТ расскажут об этом. Там все будет как надо, причесано. Так. Еще по поводу Лукашенко. Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию в Беларуси проекта Славкалия. То есть напомним насчет Гуцериева. Это вот ему он там после такого, как сказать, добровольного подарка в виде Майбаха и спонсирования новогодних праздников, конечно, по полной случайности были переданы там какие-то контракты по разработке калия. То есть, естественно, все случайно, никакой коррупции у нас вообще нет. Лукашенко честнейший человек, если вы даже не знали этого, то я вам первым открою это. Вот он с Гуцериевым встретился. И что, значит, они о чем говорили? Александр Лукашенко 4 декабря провел рабочую встречу с российским бизнесменом, председателем совета директоров Славкалий Михаилом Гуцериевым, передает Белта. Глава государства интересовался, как продвигаются работы с реализацией проекта Славкалия по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината. При этом он подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков. Они привезли технологии, это хорошо. Это все остается потом здесь, в Беларуси. То есть мне надо взять от тебя хороших специалистов, чтобы они остались в Беларуси, и технологии, отмечает Александр Лукашенко. В сентябре 2015 года Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу и вознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до 2 миллионов тонн хлорида калия в год. Вот, да, строительство ГОК запущено в 2016, реализация проекта Славкалий. Так, дальше. Это по поводу технологий, там, подрядов и специалистов. На белорусской АЭС подали напряжение, она готова к гидравлическим испытаниям. То есть, как говорится, все, приехали. Скоро АЭС будет запущена. Подача напряжения на станцию позволит развернуть полномасштабные пусконаладочные работы и приступить к следующим этапам, один из которых гидравлические испытания. Так что, уважаемые граждане Литвы, особенно жители Вильнюса, запасайтесь шапочками из фольги, поскольку скоро АЭС начнет работать. А мы знаем, как она уже работала, то есть как показала себя на этапе строительства. То есть кожух реактора уронили, в щитовой там был пожар, строили непонятно как, непонятно кто. А теперь мы запустим атомную станцию в 50 километрах от Вильнюса буквально, то есть там на западных границах Беларуси. Так что, как говорится, всем желаем удачи. Стало известно, когда отремонтируют подвесной потолок и откроют ТЦ Арена Сити. То есть вот, пожалуйста, еще один объект. Арена Сити, который обвалился. Завершить ремонт обрушившегося подвесного потолка в ТРЦ Арена Сити и открыть торговый центр полностью планируется к 25 декабря. Как передает Минск Новости, об этом сообщил во время прямой линии заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев. Ну, честно говоря, я даже не ожидал, довольно-таки оперативно они поработали. Итак, Лаптев добавил, что работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме. В дневную смену
В ремонте задействовано 65 человек, в ночную 40. Уже восстановлено, отштукатурено и окрашено около 1000 квадратных метров потолка из 6000 квадратных метров, которые необходимо восстановить после обрушения. Ну, надеюсь, что они делают не только быстро там, но еще и качественно. Не так, как не так давно показали в каком-то городе, где ложили асфальт на первый снег. То есть, как у нас любят делать. Иначе опять крыша обвалится. Так что вы смотрите. Вот, кстати, в Белоусовщине уничтожается последний архитектурный памятник. То есть, вот, доказательством служит Пружанщина. В деревне Белоусовщина во время пожара сгорело здание сыроварня, построенное в первой половине 19 века. Но остались стены, говорит местный поэт-пчеловод, краевед Николай Попека в комментарии радио Рация. Это усадьба, принадлежавшая в свое время Швыковских, известному пружанскому роду. Здесь находились 2 свинофермы, 2 фермы для коров, конюшня, винокурня, сыроварня. Один из первых тракторов в Пружанском районе появился здесь. По словам Андрея Лучковского, эта застройка могла быть сначала часовней, усыпальницей, выполненной в архитектурном стиле поздней готики. После была разграблена россиянами, позже новыми поколениями потомков преобразована в сыроварню. Равнодушные граждане надеются, что власть примет меры по сохранению последнего архитектурного шедевра, который остался от усадьбы Швыковских в Белоусовщине. Так. Вот, насчет фейков. Фейк для российского Первого канала был состряпан агентством, которое возглавляет бывший сотрудник БТ. То есть по поводу фейка. Мы знаем, что была такая вот история, с нее мы, пожалуй, начнем, что белорус выдавал себя за украинца на российском ТВ. Теперь же, когда это все разоблачили, он говорит: я не получил ни копейки, мне бесконечно стыдно, это позор. А до съемок стыдиться нельзя было. То есть обязательно надо сначала застыдиться, а потом уже рассказывать. То есть когда изобличили, типа, ой-ой-ой, я и так не хотел, да, меня, наверное, заставили. Автоматчики, да, из ГРУ. Вот, белорус, выдавший себя за украинца на российском ТВ, я не получил ни копейки, мне бесконечно стыдно. Блогер Илья Варламов выявил очередной фейк российской пропаганды, которая на сей раз имела отношение и к Беларуси. К 5-й годовщине Майдана на российском Первом канале вышел сюжет о жизни в Украине. В ролике показали якобы украинца Кирилла Чубенко, который, поглаживая кошку, рассказывал о тех ужасах, которые ему приходилось терпеть после Майдана, как бандеровцы проклятые там уничтожали, там мучили, пытали и все такое. Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот посмотрите, где мы оказались. Надо было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогой энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу, возмущался украинец Кирилл Чубенко. А на деле оказалось, что этот самый Чубенко, он как раз не украинец, а белорус. А белорус, он живет в стране, в которую Россия поставляет газ по льготным тарифам, которую 68% россиян считают самой успешной в Беларуси. То есть, получается, это он что, про вот эту вот страну рассказывал? То есть, это пропаганда выявила намного более глубокие слои, затронула, так сказать, нашего общества, чем они сами ожидали. То есть вот, однако выяснилось, что украинца Чубенко играл житель Минска Виталий Юрченко. Знакомые Юрченко отписались Варламову в социальных сетях, что это на самом деле белорус, а никакой не житель Кривого Рога. Я думаю, это не единичный случай. То есть, когда вы будете смотреть в следующий раз вашего любимого Киселева, Соловьева и прочую вот эту херню, которую вообще смотреть нормальным людям не рекомендуют, то вы вот помните об этом. Я думаю, вы встретите такое еще не раз. Смотрите внимательно, вглядывайтесь в лица, возможно, вы узнаете своего друга, соседа, брата и еще кого-нибудь там. Такие вот дела. Значит, я работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Например, где-то происходит землетрясение, и телеканалам нужен оттуда ролик. Мы ищем оператора. Пришел заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление. Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Сам я по своей работе никак
не взаимодействую с операторами, поэтому я совершенно не был в курсе, что это снимают. То есть это вот отписался человек, который занимается организацией. То есть понимаете, какое дело? Вот эти самые аналитики всякие российские, вот эти непонятные пропагандисты, которые якобы показывают там какую-то жизнь. То есть видите, как они работают? Они просто заказывают у всяких агентств. Нам, короче, тут надо такой человек, который скажет, что в Беларуси там хорошо или плохо, в зависимости от политики Кремля, или там в Украине плохо, например. То есть, понимаете, они правды не ищут вообще, они не проводят опросы. Белсат, на который все жалуются, что это рупор польской пропаганды и т.д. и т.п. Белсатовцы, Радио Свобода, там, да, даже БТ ходят с микрофонами, у кого-то берут какие-то комментарии, интервью. А здесь даже это никто не делает. Просто звонят и говорят, дайте нам вот там такого-то вот чувака, там, такого-то пропагандиста, который скажет, типа, в Украине плохо, все. Правда нас вообще не интересует. Вот он скажет, что в Украине плохо, и все. Найдите нам вот такого. То есть вот как это работает. То есть отсюда вывод, нафига это смотреть, вот эти каналы. То есть там вы не увидите вообще ничего, кроме лжи. Кроме лжи и пропаганды. А теперь к руководству. Значит, изготовителем фейкового сюжета для российского Первого канала, как стало известно, НН, занималось агентство Stringers Hub. По заказам СМИ это агентство разыскивает операторов для съемки видеосюжетов в тех или иных горячих точках. То есть это вот база, так сказать, этих пропагандистов. Основателем Stringers Hub является бывший журналист Белтелерадиокомпании Яков Бута. Ну, то есть как бы тут ничего удивительного. Если вы смотрели интервью Давыдька, например, то вы знаете, какими ценностями, точнее их отсутствием, живут вот такие пропагандисты и бывшие работники Белтелерадиокомпании. В большинстве своем. Не все, конечно, там разные люди есть. Но тем не менее. То есть это в основном беспринципные люди, которые привыкли врать, для которых как бы пропаганда это их стиль жизни. Поэтому не удивляйтесь, что они так действуют. То есть для них главное это только деньги. Когда главенствует КПСС, они пытаются влезть туда в партию, вступить, показать, что они коммунисты, чтобы пользоваться ништяками коммунистического режима. Как только они видят, что коммунизм падает, они тут же все бросают свои вот эти партийные билеты в топку публично, начинают потом несколько лет хвалиться, как они там ненавидели коммунизм, как они разрушали эту систему, подкапывали ее со всех сторон, да, выходят из партии. А потом, когда образуется новая диктатура, как, например, в России, в Беларуси, они опять становятся прикорытными прихлебателями, поддерживают уже новый режим, борются, так сказать, со свободой всячески. А на вопросы неудобные свободной прессы, они говорят, мы защищаем строй, свободу общества. А почему вы не защищали коммунистический строй? Почему вы разрушали вот эту систему, да, советскую в свое время? Почему? Если вы так защищаете, так сказать, государство за стабильность и прочее. Итак, я тут смотрю, чат живет какой-то своей жизнью. Там идет какой-то жуткий спор. Ну ладно, мы продолжим новости. Значит, вот, Яков Бута, ему 28 лет, родом он из Светлогорска. Бута учился на журфаке БГУ, уже на первом курсе стал работать на ТВ. Он запомнился телесюжетом на БТ, когда в феврале 29 июня 2011 года рассказывал об успехе концерта БРСМ на Октябрьской площади. В тот день там была запланирована очередная молчаливая акция протеста, которые проходили в стране все лето. Тысячи людей пришли на концерт, говорил Бута, не упомянув при этом акцию протеста. Ну, до Давыдьки он, конечно, не дотягивает, я согласен, но тоже старался насколько мог в свое время. В 2013 году Яков Бута оставил телекоммуникационное агентство, основал телекоммуникационное агентство Like Media, которое производило видеоконтент для телеканалов, а впоследствии стартап Stringers Hub. С первого месяца работы Stringers Hub в плюсе. Хвалился Бута. Ну, теперь понятно почему. Российские олигархи на пропаганду денег не жалеют. НН связался с Яковом Бутой за комментарием о фейковом видеосюжете из Кривого Рога. «Простите, у меня пока мало информации по данной теме, в ближайшее время будем разбираться», — ответил он. Ну тут, так сказать, к оправданию Якова Буты можно сказать и так, что
он действительно мог об этом не знать. То есть он руководитель, он мог не знать, что там снимают его сотрудники. Но я думаю, в целом-то суть, концепцию, вот, по которой работает канал, он-то знал. Поэтому тут я думаю, что сильно не стоит, так сказать, его жалеть. Вот, еще интересная новость. Наша Нива сообщает по поводу Шуневича. И это тоже не одна новость. Шуневич в Беларуси насчитал, оказывается, более 3000 неонацистов. У нас уже третий рейх, то есть четвертый даже белорусский Бульба-рейх скоро возникнет, если верить Шуневичу. Но мы же не будем ему верить, мы почитаем статью. Представляя в парламенте законопроект об усилении борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма, министр внутренних дел Игорь Шуневич ответил на вопрос, кто такие белорусские неонацисты. Ну, то, что у нас есть неонацисты, так я знаю, но то, что их прям так много, и что вот выходишь из дома там, а тут уже зигуют повсюду, ну, это, мне кажется, преувеличение. 3000 это многовато. Сегодня МВД фиксирует в Беларуси более 3000 активных сторонников неонацизма и нацизма, сообщил министр. Это молодые мужчины до 40 лет, как правило, ведущие маргинальный образ жизни. Неженатые, бездетные, нетрудоспособные, нетрудоустроенные, иногда злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Они, как правило, выделяются повышенной агрессивностью и жестокостью, рассказал Игорь Шуневич. По его словам, большинство из них неоднократно привлекалось к административной и уголовной ответственности. Часть сегодня находится в местах не столь отдаленных. Многие из них, подчеркиваю, это бывшие либо действующие фанаты футбольных клубов, а также скинхеды, так называемые. Они придерживаются идеологии нацистской Германии, выступая за превосходство белой расы. Но, честно говоря, да, действительно, у нас такие товарищи имеются в стране. В интернете можно их видеть. Но то, что их прям много и их никто не контролирует, я бы не сказал. Да, наверняка большинство находится где-то в местах не столь отдаленных. Потому что я бы не сказал, что у нас много сильно зиганавтов. Ну, это надо контролировать. То есть отчасти я согласен с Шуневичем. Неонацизму нельзя давать свободу. Но важно также и не гребсти всех под одну гребенку. То есть мы знаем про наезды на фанатов, которые были на матчах. Когда людей привлекали, собственно, за БЧБ флаги, за выкрикивание каких-то пробелорусских речевок. То есть не нацизм, а просто про белорусские речевки. Поэтому тут важно отделять именно пропаганду нацизма, пропаганду разжигания межнациональной розни и просто национализм, здоровый национализм. То есть я уверен, что МВД попытается перед выборами зачистить все политическое поле, в том числе и крайне правые вот эти силы. Министр сообщил, что неонацистами в основном становятся люди, выросшие в неблагополучных семьях, там, где не уделялось должного внимания воспитанию детей. И пренебрежение общественной нравственностью – это их особенная отличительная черта сегодня, сказал Игорь Шуневич. Также еще по поводу Шуневича, он сказал еще, что отличился чем. Он рассказал о том, как подросток извинялся перед памятником. Он сказал, что это была его идея. То есть, да-да, не удивляйтесь, это не какие-то там постовые своей волей сделали, а это Шуневич эту идею придумал. То есть он сам, по крайней мере, так говорит. Министр внутренних дел Игорь Шуневич объяснил, кто придумал снять ролик о том, как подросток извиняется перед памятником городовому в Минске. Моя идея, так ответил Игорь Шуневич на вопрос журналиста о том, кто придумал снять ролик. А зачем, уточнил журналист? Затем! Вам не кажется это странным? Нет. Если бы это было странным, я бы этого не делал. Я адекватный человек. Прекрасное объяснение. Зачем это надо было сделать? Затем. Вот объяснение. Не нравится вам, значит вы неадекватный человек. Вот и все. Комментируя ролик, министр сказал, парень принял адекватные решения. По закону он не несет ответственности. Он нес моральную ответственность. Закон к нему не применялся. Не путайте Гоголя с Гегелем, посоветовал министр журналистам. При этом министр назвал очередной глупостью сообщение о том, что пресс-секретарь МВД Евгений Евчар был уволен из-за ролика про подростка и городового. Это выдумка, он ушел по выслуге лет. Дослужил и ушел на гражданку. Ну, хрен его знает, может и так. Так, в Минске горело общежитие медуниверситета. Тоже не самая радостная новость, так сказать.
Общежитие номер 6 Белорусского государственного медицинского университета. Сегодня произошел пожар. Так, это у нас какая дата? 6-го. Это было 6-го. Значит, сообщение о пожаре на 10-м этаже 12-этажного здания общежития поступило от жильцов. Прибывшие к месту вызова спасатели увидели сильный дым из окна. В здании сработала система оповещения о пожаре. Персонал начал эвакуировать жильцов. Всего были эвакуированы 250 человек. Выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 квадратных метров. Работники МЧС из опасной зоны спасли 2 человек. Их жизнь вне опасности. Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Причина происшествия устанавливается. Ну, то есть непонятно, что там пока как. Жертв, главное, особо нет. Вот интересный тоже случай. Скажем так, ну, я бы не сказал, это положительный или отрицательный случай с участием нашей милиции, но вот такой. Значит, продавец в Климовическом районе один справился с 3 грабителями из России. Ну, его наградили вот дипломом. То есть продавец, недавно, который ушел на дембель из внутренних войск, он устроился продавцом в магазине. И там заехали, как сообщает статья, вечером 21 октября 3 человека. То есть это заезжие гастролеры-разбойники из соседней страны. Они несколько дней приходили, смотрели, то есть он их наглядно видел. А потом один из них, угрожая ножом, попытался ограбить магазин, забрать деньги и товар. Но вот этот парень, он сообразил, так сказать, да, Никита Беляев. Обезвредил сначала этого, потом другого. И дальше прихлопнул дверью 3-го, который стоял на шухере. В итоге, как бы, они убежали потом, но он запомнил номер машины. И их оперативно задержали. То есть помог раскрыть это преступление. И вот теперь ему дали грамоту и премию за то, что он помог задержать преступников. А преступникам вот меняют 2-ю часть 207 статьи УК «Разбой». То есть вот даже такое бывает. Также еще наша Нива сообщает. Музычный телеканал РУ-ТВ здымае серию інтэрв'ю з вядомымі беларусамі ў рэстаране «Поедем-поедим» у Курапатах. У афіцыйным інстаграме рэстарана «Поедем-поедим» з'явілася інфармацыя, што на тэрыторыі установы праходзіць запіс перадачы «Бязмежна шчыры» телеканала РУ-ТВ Беларусь. У якасці гасцей былі запрошаныя дырыжор Віктор Баварыкін, спявачка Настасья Тиханович, удзельнік дзіцячага Еўрабачання ад Беларусі Даніэль Ястрэмскі, а таксама дэпутат палаты прадстаўнікоў Александр Богданович. Рэстаран «Поедем-поедим» мае неадназначную рэпутацыю. Ён пабудаваны ў старых межах ахоўнай зоны ля ўрочышча Курапаты. Ад пачатку чэрвеня актывісты патрабуюць закрыцця ядальні і вяртання старых межаў. Грамадскасць абурае, што побач з месцам масавых забойстваў знаходзіцца забаўляльная установа. Ну, там очень много на самом деле всяких одиозных личностей туда приезжает, в это «Поедем-поедим», провоцирует активистов. То есть Зайдис, который там подавал какой-то там жалобу, там суд на активистов, якобы его там достоинство оскорбили. То есть он сам на пресс-конференции обещал, что никаких свадеб, там никаких шумных музыкальных мероприятий не будет в этом «Поедем-поедим». И сам же обманул. То есть Дашкевич еще, по-моему, в августе или в начале сентября публиковал вечером видео с «Поедем-поедим», где отмечали свадьбу, танцевали, взрывали салюты. То есть, ну, слово Зайдиса мало чего стоит. Он сказал, что не сказал. Поэтому какое он там достоинство защищает, я не знаю. У него, по-моему, его нет. А теперь они вот даже уже снимают какую-то там передачу. То есть понятно, что не сами. Их наверняка туда пригласили. Потому что у Зайдиса острый кризис. У него не хватает посетителей нормальных. Туда приглашают каких-то непонятных русскомирных активистов, непонятно кого. Всякая вата туда съезжается. Ну, случайные люди тоже есть, но их мало.
В основном разные такие активисты, которые хотят русскомирные подразнить патриотов белорусских, хотят выразить какое-то свое неуважение к памяти жертв репрессий. То есть, ну, такие люди весьма неоднозначные. Также еще интересная новость. Баранчик. Рома своим бандеровским учинкам продемонстраваў, што гатовы ўзначаліць Беларусь пасля Лукашэнкі. Чарнасоценскае расійскае інфармацыйнае агенцтва «Рэгнум» звярнула ўвагу на беларускамоўны выступ прэм'ер-міністра Беларусі Сергея Румаса на цырымоніі «Зорны мяч 2018». Як заўсёды, у такіх выпадках выданне зрабіла з гэтага факта вельмі дзіўныя высновы. То есть, смотрите, премьер-министр Беларуси в Беларуси на белорусском турнире выступил на белорусском языке, и его обвинили, знаете, в чем? В бандеровском бандеровском каком-то там поведении, типа, да? Так, что тут пишет? Выступаючи з драбязнай нагоды на мерапрыемстве сярэдняй рукі, Сергей Румас тым не менш умудрыўся, што кажа аб яго розуме і пра амбіцыі падаць цалкам канкрэтны палітычны сігнал як чыноўнікаў чыноўніцкай вертыкалі, так і апазіцыі. Сігнал складаецца ў тым, што ён гатовы ўзначаліць беларусафікацыю пастлукашэнкаўскай рэспублікі. Трэба аддаць належнае. Гэта моцны ход смелага чалавека, які не толькі бачыць, але і выдатна ведае знутры працэсы, якія адбываюцца ў рэспубліцы, адзначае шеф-редактор выдания Юрий Баранчик. Да, и вот это он говорит о том, что вот то, что министр выступил на белорусской мове, это бандеровский случай. То есть, понимаете, при чем здесь Бандера вообще? И Беларусь, и Бандера. То есть, министр белорусский, премьер-министр выступил на белорусской мове, его обвинили в бандеровщине. Ну, окей. Аўтар мяркуе, што на захадзе ўжо пачулі гэты сігнал, бо апазіцыйныя СМІ падрабязна і станоўча напісалі пра гэты палітычны жэст Румаса. Міністр спорту Сергей Кавальчук, каб быць у бандераўскім трендзе свайго шэфа, таксама вырашыў выступіць на гэтым мерапрыемстве на беларускай мове. З абурэннем, означае Баранчик. Да, они все должны были, конечно же, на русском выступить. То есть должны. Уже мы кому-то должны, понимаете ли, да? Каким-то черносотенным вот этим ватно-российско-имперским мерзавцам. Мы уже им что-то должны. Может быть, Лукашенко и занимал там кредиты у Путина, но знаете что? Пусть он и отдает. Мы-то точно им ничего не должны. Публіцыст лічыць, што Лукашенко запусціў ва ўладу занадта шмат бандеровцев. Опять, какие бандеровцы? Вы что? Беларусь, Беларусь. Это Беларусь. Бандеровцы были в Украине. Причем здесь Бандера и Сергей Румас. Ну, понятно, что россиянин из-за Урала, он разницы не поймет. Если сказал он выступление свое какое-то на белорусской мове, то все, уже бандеровец. Ну, окей, ладно. Также у нас сообщение от независимого профсоюза рэп. Оператор летающей скамейки отсудил 20 тысяч рублей морального вреда за перелом позвоночника на работе. То есть это опять-таки вопрос тем, кто говорит, что а чем помогает рэп, чем помогает там, что там у нас еще, Весна и другие всякие организации. То есть вот, пожалуйста, член профсоюза рэп Сергей Никитенко отсудил 20 тысяч морального вреда, которые суд взыскал с УП Минск-Зеленстрой, владельца аттракционов в парке Челюскинцев. То есть Сергей Никитенко получил травму 2 мая 2016 года и более 2 лет ходил по судам. Его интересы отстаивал независимый профсоюз рэп, членом которого является пострадавший. 2 месяца в коме, инвалидность 1 группы. Суд, наконец, признал производственной травму оператора летающей скамейки. 2 года понадобилось на то, чтобы в ходе долгих судебных процессов доказать, что травма была не бытовой, а производственной, и вины Сергея Никитенко в травме нет.
После признания травмы производственной правовая служба профсоюза РЭП составила и подала от имени пострадавшего иск о возмещении морального вреда. Интересы работников в суде представлял Юрий Беляков. Служебная тяжба увенчалась успехом. Суд вынес решение о выплате Сергею Никитенко 20 тысяч рублей компенсации за перелом позвоночника и последовавшую инвалидность. Решение пока не вступило в законную силу. То есть, вот, пожалуйста, человек обратился в рэп, ему помогли. Это вот вопрос к тем ватникам, которые говорят, а кого там, кто защищает, все такое. Типа это никому не помогает. Вот, пожалуйста, реальный результат. Профсоюз рэп помог. Дальше. После публикации Белсату российский офицер опынулся на свободе. То есть Белсат помогает не только белорусам, но даже уже и россиянам. У середине листопада мы уже писали про дивную историю Сергея Гапона. Вот. Народзінца Беларусі, але грамадзяніна РФ, які апынуўся ў ІЧУ яшчэ вясной 2018. Праз тое, што міліцыя і чыноўнікі не змаглі разабрацца з ягоным грамадзянствам. Пры канцы мінулага месяца ён выйшаў на свабоду. Праз 7 дзён пасля з'яўлення артыкулу на Белсат Еў Сергею Гапону у Воложынскае ІЧУ прыйшоў ліст з расійскай амбасады. Маўляў, там нарэшце ва ўсім разабраліся. Ён грамадзянін РФ і можа быць туды дэпартаваны. Да, еще Лукашенко изменил границы заказника Лебяжи, и теперь ресторан там строится по закону. То есть, ну, как в Куропатах. Законы ничего не значат. Захотели, поменяли границы заказника, и все. То есть у нас главенствует не закон, у нас главенствует воля президента. Новым указом президента от 5 декабря изменены границы ландшафтно-рекреационных зон в районе заказника Лебяжий, возле которого Тапос строит жилой комплекс и ресторан. Это следует из опубликованного на национальном правовом портале документа. Тут Бай разобрался, что все это значит. То есть мы уже об этом сообщали о начале этого дела. Согласно указу номер 468 от 5 декабря в генеральный план вносятся следующие изменения. Из ландшафтно-рекреационной зоны типа ЛРПР в границах проспекта Победителей и улицы Ратомской исключается участок площадью 1,57 гектара, который включается в состав ландшафтно-рекреационной подзоны ЛР1. Согласно регламентам генплана, ну тут и так далее, короче, такая суть, что это значит, что 0,13 гектара территории, особо охраняемой территории заказника Лебяжий, переводится в разряд природной ландшафтно-рекреационной территории с низкой рекреационной нагрузкой, типа леса или гидропарка. Раньше тут территорию вообще нельзя было как-то градостроительно осваивать, а теперь совсем минимально, но можно. Как минимум закон позволяет застроить до 1% ее территории. То есть, ну, как раз какую-нибудь кафешечку, там, ресторанчик какой-нибудь, там, не знаю, какой-нибудь оздоровительный комплекс, что-то такое построить. Для избранных, естественно, не для кого угодно там, а для тех, кому надо. И последнее, по поводу голубей. На все острые вопросы ответ был один. Запустим завод, посмотрим. Борцы с заводом АКБ съездили в Минприроды. Это в Бресте, то есть мы помним про вот этот самый завод аккумуляторный, с которым борются брестчане. И вот у нас что произошло. На многие заданные вопросы представители инициативной группы ответа либо не получили, либо не восприняли эти ответы всерьез. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 5 декабря состоялась встреча, проведение которой ранее инициировал глава ведомства Андрей Худык. Инициативная группа по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода iPower на встрече представляли Демьян Леписевич, Дмитрий Бекалюк, Сергей Гелис и Александр Кабанов. Участие в ней также приняли представители завода АКБ и компании 1АК Групп, в которую он входит, а также разработчика проекта экологической экспертизы Минздрава и другие
По словам Александра Кабанова, всего 26 человек. Разговор длился более 6 часов. Они отказываются учитывать все факты, которые мы предоставили, в том числе новые, которые ранее еще не озвучивались. На все вопросы, указывающие на явные нарушения, нам ответили: да, нестыковки есть, но мы запустим завод и тогда будем смотреть. Прокомментировал БГ. Итоги встречи Сергей Гелис. Ну, это вот Брестской этой газете. В качестве одного из новых фактов он привел следующий. Пользуясь официальными методиками расчета, которые применяются в США, ЕС и Австралии, инициативная группа подсчитала, что выброс серной кислоты на заводе АКБ составит не меньше 2 кг в год. Как это заявляют представители предприятия, вот не меньше... Так, 2 кг в год, как это заявляют представители предприятия, 1200 кг. То есть огромное количество. То есть представители iPower заявляют, что серной кислоты будет не более 2 кг в год всего лишь выбрасываться. А по независимой методике, которая применяется в США, ЕС и Австралии, подсчитали, что это будет целая тонна 200 кг. То есть там вообще запредельные какие-то величины. Там в 600 раз больше. Итог. Высокий уровень свинца. В некоторых пробах ученые объяснили случайным фактором. Вот. По словам Александра Кабанова, на многие вопросы, которые задали представители инициативной группы, ответа они либо не получили, либо не восприняли эти ответы всерьез. По большему счету, все ответы свелись к тому, что сейчас идет повторная государственная экологическая экспертиза проекта, и после нее будет более-менее понятно. Прозвучали обещания, что если будут какие-то нарушения, превышенные выбросы, то над этим будет работать. Министр неоднократно поблагодарил инициативную группу, что мы являемся такими активистами-экологами, сказал Кабанов. Во время встречи министру Андрею Худыку были переданы письменные вопросы и обращения от 103 жителей Бреста и Брестского района. Заключение повторной экологической экспертизы под заводу ожидается 14 декабря. Итак, что ж, на сегодня наши новости окончены. Не забывайте вступать в нашу группу в Телеграме, в Дискорде, ссылки в описании. Также не забывайте про поддержку канала. На этой неделе, к сожалению, интересных мероприятий таких для посещения не произошло. Поэтому мобильного стрима не было. Но, возможно, на этой неделе будет что-то более интересное, и тогда следите за каналом. То есть я буду стараться заранее, хотя бы там за день, извещать о том, что планируется. Итак, мы заканчиваем новости. Всем большое спасибо. До следующей субботы.